От литературы перейдем к истории. 215 лет назад император Павел I подписал указ об открытии первой в истории России школы для детей инородцев в Якутске. Это событие послужило толчком для распространения грамотности среди местного населения. А инициатором всего этого стал местный князец Илья Шадрин, рассказывает Виолетта Засимова. В конце 18-го, начале 19 века среди якутов было очень мало обученных грамоте. Просвещение было практически в зачаточном состоянии. Видя, как простой люд не мог даже начеркать свои инициалы, известный в то время князец Илья Шадрин, которого отличало собственное видение на развитие якутского народа, отправился в долгое путешествие к императору Павлу I в Санкт-Петербург, чтобы добиться открытия школы для якутских детей. Это была незаурядная личность. Его всегда волновало образование своего народа. Поэтому он получил доверенность от всех глав Якутского округа и отправился в дальний путь на встречу с императором Павлом I. До этого у него была встреча с Екатериной II. Уникальность этой второй поездки и встречи Павла I заключается в том, что он добился открытия школы для инородцев. До этого вообще не было по России для инородцев ни одной школы. И он как бы продолжал это деяние мечты это Сыранова, Аржакова. Школа открылась в 1801 году при Спасском монастыре. В первый год было принято 30 учащихся, среди которых 20 представителей якутского юношества. Далее 10 из них продолжили обучение в Иркутской семинарии. Среди первых выпускников это автор первой книги, переведенной на якутский язык «Евангелие от Марфея», это Евсевий Протопопов. Вместе с этим Димитрианом Хитровым они создали в то время книгу на якутском языке и как бы являются создателями якутской азбуки. Первая якутская азбука появилась благодаря этим фамилиям Протопопов и Хитров. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский улус.